Нерюнгринском районе назрела острая проблема правовых взаимоотношений между дальневосточной генерирующей компанией, управляющими организациями и жителями Нерюнгри. Что делает не так ДГК и чем, собственно, недовольны управляющие организации и жители, мы сегодня разговариваем с Владиславом Алексеевым, председателем Ассоциации предприятий ЖКХ по Нерюнгринскому району. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вызвана такая острая проблема взаимоотношений между управляющей компанией и организацией теплосбыт? Основная проблема в взаимоотношениях между теплосбытом, населением города Нерюнгри и управляющими компаниями – это отсутствие прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, которая происходит при начислении сбора платежей с населения. Отсутствуют подписанные двухсторонние акты сверки задолженности, которые являются основным документом, подтверждающим размер задолженности. В нашем городе сложилась на протяжении 14 лет индивидуальная схема именно взаимоотношений между населением, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Управляющие компании в этой схеме лишнее звено. Это правильно. За предоставленный ресурс напрямую собственники платят ресурсоснабжающим организациям. Это и энергосбыт, это и водоканал, это и теплосбыт. На протяжении этих 14 лет отдел теплосбыта производит начисление платежей, формирование платежных документов, квитанций, разноску их, сбор платежей и ведение приватизационной работы. Вся задолженность, которая имеется за тепловую энергию, теплосбыт собирает с населения. Это существовало очень долгое время, 10 лет, но последние 4-5 лет что сделал теплосбыт? Он начал задолженность собирать и с населения, и с управляющей компанией ТСЖ. Это началось платеж, да? Двойной платеж, совершенно верно. Это началось постепенно, начиная с мелких ТСЖ, которым выставлялось 3-8 тысяч задолженностей, которые не имеют средств нанять юриста, соответственно, грамотно подготовить даже даже ответ на исковое заявление, проигрывали это дела. Потом уже предоставились иски в эти ТСЖ управляющие компании на средние суммы 30-50 тысяч. Естественно, тоже, получается, ТСЖ и мелкие управляющие компании, они не имеют возможности нанять юрист и, соответственно, затратить 90 тысяч, потому что юристы, соответственно, переезд в город Якутск для защиты прав – это порядка 80-90 тысяч. Эта практика нарабатывалась в течение 3 лет, она, естественно, наработалась, ну а позднее уже теплосбыт, я считаю, это как спланированная схема, пустил в пыль в глаза и нашей законодательной власти, и нашей исполнительной власти, что он борется с муниципальными квартирами. Мы же говорим именно только за приватизированные квартиры, где собственники являются наше население, физические лица. И здесь правильно, здесь управляющая компания лишнее звено, потому что управляющие компании, основная их ответственность – это общедомовое имущество. Тепловая энергия – это индивидуальное потребление. На каждую квартиру поступает тепловая энергия, и, соответственно, каждый собственник индивидуально ее получает. И это правильная схема, что собственник индивидуально рассчитывается за свое тепло. И она существует в нашем городе. Но как умудриться начислить ту же самую задолженность и собственнику, и управляющей компании, но это уже... Ну а чем обосновано это? Вы вот разговаривали с руководством ГРЭСа? Данные факты ничем не обоснованы. Еще раз повторюсь, никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности отдел теплосбыта управляющим компаниям и ТСЖ города Нерюнгри не предоставляет. На наши запросы он отвечает, это их финансово-хозяйственная деятельность, и мы не имеем права вмешиваться. То есть жильцы платят в теплосбыт, но единственное, что в этой схеме непонятно, зачем тогда платит управляющая компания, за что, да? Совершенно верно. Эта схема правильная, и, соответственно, да, наше население, оно платило, оно будет платить напрямую в ресурсоснабжающую организацию. И проблемы именно с другими, заметьте, ресурсоснабжающими организациями, энергосбыт, водоканал, их нету, хотя схема взаимоотношений одинаковая. Да? Проблема именно теплосбытом. Ну, самое страшное в том, что задолженность выставляется, получается, и собственникам, и управляющей компанией. И, конечно, цель, к чему приводит теплосбыт или хочет привести, это то, чтобы управляющие компании эти долги еще раз перевыставили на население. Двойной платеж. Двойной платеж. Ну, скажите, пожалуйста. Конечно, в результате кто пострадает? Это население нашего города.
Наши пенсионеры, которые 30% в городе, которые добросовестно платят и в первую очередь идут в кассы платить именно за жилищно-коммунальный ресурс. Ну вот скажите, пожалуйста, есть ли какой-то пример нормальных, здоровых взаимоотношений между управляющими компаниями и ресурсными, да, как теплосбыт, где-то в других регионах, ну непосредственно у нас в Дальневосточном федеральном округе? Ну, я такого примера не знаю. Схема взаимоотношений, еще раз скажу, между управляющими компаниями, собственниками и ресурсоснабжающими организациями индивидуально в нашем городе, именно в нашем городе. Большинство в Якутии, по всей Якутии, да, платежи идут через управляющие компании. Но я считаю, управляющая компания — это лишнее звено. И у нас сделано уже на протяжении более 10 лет все это правильно. Эта схема отработана. Собственники напрямую оплачивают за ресурс ресурсоснабжающей организации. Ну вот по данной ситуации, что теплосбыт облагает дополнительным платежом управляющей компании, вы уже обращались к депутатам местного собрания или Илтумен? Какие вот комментарии были? Ну, в данной ситуации район нас не услышал. Скорее всего, из-за того, что теплосбыт ввел в заблуждение, еще раз повторю, законодательную исполнительную власть, он пускает пыль в глаза, рассказывает, что это муниципальные квартиры. Я еще раз повторюсь, это квартиры приватизированные, именно наших граждан, где собственниками являются физические лица. На данный момент я рад, что нас услышали депутаты Госсобрания Илтумен. В нашем городе прошло совещание. Были члены постоянного комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики во главе с Яковом Ананьевичем. Были другие депутаты Илтумена, представители МинЖКХ. Эти проблемы озвучены. Это предварительное было совещание. И самое главное, что приняли решение. Первое, это обязали отдел теплосбыта предоставить двухсторонние подписанные акты сверки задолженности в постоянный комитет Госсобрания Илтумен. И в первом квартале 2019 года будет расширенное совещание по решению данных вопросов с представителями законодательной, исполнительной власти, прокуратуры, руководства, именно руководства ДГК, управляющей компании. Я думаю, этот вопрос с мертвой точки сдвинется, и, соответственно, нарушения законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия приведут в соответствие. Ну, то есть самое главное, что уже это все Самое главное, что нас да, услышали и идет работа, что не было ранее. Владислав Валерьевич, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день идет какое-то судебное разбирательство и выявлены ли конкретно факты двойного начисления? Ну, сейчас можно открыть картотеку судебных дел арбитражного суда Республики Саха-Якутия и, соответственно, просмотреть. Там куча дел, где, соответственно, ДГК судится с управляющими компаниями. Также можно открыть картотеку Нерюнгринского городского суда, где подтверждается факт, что ДГК, соответственно, взыскивает задолженность с наших собственников, с населения города Нерюнгри. Также есть документы, которые тоже предоставлены депутатам Илтумен, где подтверждаются факты, соответственно, начисления и взыскания задолженности как с управляющей компанией, так и с собственников. А есть конкретные уже сроки, когда продолжится уже рассмотрение этого дела на более высокой инстанции, когда депутаты какие-то сроки обозначили? Когда... Сроки обозначены. В первом квартале 2019 года будет расширенное заседание постоянного комитета Госсобрания Илтумен по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике с присутствием исполнительной, законодательной власти, прокуратуры, именно по решению этих вопросов. Ну, будем надеяться, что данная проблема разрешится. Владислав Валерьевич, благодарю вас за беседу. Ну, а я напомню, друзья, что на наболевшие вопросы ЖКХ сегодня отвечал Владислав Алексеев, председатель Ассоциации предприятий ЖКХ Нерюнгринского района. С вами был Сергей Козюра. До встречи на телеканале Якутия-24.